Старшеклассник из Ухты, единственный от Коми, проходит проектную смену для победителей Олимпиады Россети в лагере на Черноморском побережье. Так, 11-классник из Ухтинского технического лицея Владислав Рожицын показал один из лучших результатов на Олимпиаде и вошел в число победителей. Для этого юноше пришлось проявить себя сразу в нескольких технических дисциплинах. Первый тур состоял из 3 предметов. Это математика, физика, информатика. Задания были уникальные, но достаточно ожидаемые. В основном первый тур для меня – это проверка теоретических знаний, которые могут пригодиться в электроэнергетической сфере. Второй же тур был неожиданным. Нам дали краткие сведения о линиях электропередач, генераторах, расположениях узлов. И нам надо было грамотно расположить эти все объекты на карте. Трехнедельная смена в лагере на Черноморском побережье стала главным призом. Здесь Владислав учится основам энергетики и знакомится с современными цифровыми технологиями. По словам молодого человека, он еще не определился с будущей профессией, поэтому пробует себя в различных дисциплинах. И весьма успешно. Так, в этом году он стал призером республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проходила в 2 тура. Бороться до конца – главное правило спорта для сильных духом и телом. 5-й международный день бокса состоялся в Сыктывкаре. Свой праздник у этого вида спорта с огромной историей появился только в 2018 году. Как отмечают его в Сыктывкаре, расскажет Дарья Вологжанина. Кросс, джеб, свинг и хук. Слова непонятные и даже пугающие. Все они о боксе, опасном, но очень зрелищном виде спорта. Сильная воля, большие нагрузки, регулярные тренировки. Качества, которыми должен обладать настоящий боксер. В Коми этот вид спорта появился еще в 30-е, а сегодня его день. 27 августа спортсмены Сыктывкара профессионально отпраздновали Международный день бокса. Мы развиваемся, спортсмены получают новые звания, более, растут. Поэтому всех поздравляю с праздником. Большое спасибо высококлассным нашим тренерам. И, ребят, вам спасибо, что вы тренируетесь, а не сидите за компьютером. С виду маленькая и хрупкая Настенька на тренировке становится Анастасией. Она пришла в неженственный вид спорта благодаря своему молодому человеку. Говорит, раньше любила и на улице подраться, а теперь только на ринге. Занимаюсь уже буквально 3 года. Мне это очень нравится. И я знаю прекрасно то, что прийти на тренировку и оставить всю свою энергию там, и со спокойной душой просто пойти домой, просто сесть и отдыхать. От того, что легко стало после тренировки, я решила все-таки заниматься боксом, чтобы на улице не оставлять вот эту всю агрессию. Как-никак мы же девушки должны быть женственны. А в зале это совсем другое. С каждым годом этот вид спорта становится все популярней. Как отмечает тренерский состав, для занятий боксом в Сыктывкаре созданы все условия. Родители отдают своих детей в такой опасный спорт не только для физического развития, но и для воспитания силы духа. Бокс – это такой вид спорта, он комплексный. Если где-то у тебя есть недостатки, соперник сразу же воспользуется этим. И надо все свои качества стараться держать в норме, и тогда будет уже результат. На открытой тренировке именитые спортсмены показали настоящий мастер-класс. А их подопечные с жадностью следили за каждым действием и сказанным словом. Возможно, кто-то из этих юнцов через много лет станет звездой российского бокса. Плечики вот тут у тебя работают, да. 3 правой прямой. 1, 2, 3, точнее. За спиной боксеров из Коми большое количество соревнований и наград. На этом не останавливаются. Дальше больше. Зовут свои ряды и молодое поколение. Наполняемость групп начальной подготовки 100%. Дарья Вологжанина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.